В эфире программа «Актуальное интервью» в сезон весенней охоты. Несмотря на введенный в регионе режим повышенной готовности, мужская часть населения все равно стремится уехать в лес на охоту. В этой связи сегодня мы будем говорить о правилах охоты, о том, какие правила и обязанности имеются у охотников, какую ответственность несут недобросовестные охотники и что необходимо знать, чтобы не пополнить их число. Гость программы – заместитель якутского природоохранного прокурора Сава Степанов. Сава Николаевич, здравствуйте. Добрый день, Василий. Где можно охотиться у нас в республике? В нашей республике охота разрешена в границах охотничьих угодий. Охотничьи угодья, как правило, бывают общедоступными, то есть свободными, и также охотничьих угодьях, которые являются закрепленными. Закрепленные, то есть это те территории, которые используются охотпользователями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют виды используемого охотничьего хозяйства на основании долгосрочных лицензий либо охотхозяйственных соглашений. Кроме того, охота на территории республики разрешена на иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих животных, к примеру, на особо охраняемых природных территориях. Вот на таких территориях возможно осуществление охоты. Расскажите, какие документы нужно иметь с собой для охоты? Документы, которые должен иметь охотник при осуществлении охоты, зависят от вида охотничьих угодий и вида охоты. Общие требования – это наличие, безусловно, охотничьего билета, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Вместе с тем, при осуществлении охоты в закрепленных охотничьих угодьях охотник также обязан иметь путевку. А кто выдает эти документы, где их можно получить? Начнем с охотничьего билета. Если говорить про охотничий билет, то данный документ это является документом единого федерального образца без ограничения срока его действия. Выдается физическим лицам, которые достигли 18-летнего возраста и которые не имеют судимости за совершение преступления, которые ознакомились с требованиями охотничьего минимума, утвержденные приказом Минприроды России. На территории республики охотничий билет гражданам выдается Департаментом охотничьего хозяйства Министерства экологии республики и его территориальными подразделениями в городах, районах. Документы, выдаваемые другими охотничьими организациями, за исключением перечисленных выше органов, даже если они называются охотничьим билетом, таковыми не являются и не предоставляют право на производство охоты. Сава Николаевич, можно ли охотиться на особо охраняемых природных территориях? Да, на особо охраняемых природных территориях, конечно же, возможно осуществление охоты, если имеется разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Данный документ выдается Дирекцией биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий, который является подведомственным учреждением Министерства экологии республики. Еще одним документом является, конечно же, путевка. Это документ, подтверждающий заключение договора между охотпользователем и охотником об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. И получить его можно непосредственно в охотничьем хозяйстве. Это если гражданин изъявил желание охотиться не в общедоступных угодьях, а в закрепленном охотничьем угодье. Получение разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральным законом об охоте. А в случае, если осуществление охоты будет осуществляться в отсутствии любого из указанных документов, является нарушением правил охоты, за нарушение которого установлена административная ответственность по части 1 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предусматривает наложение на граждан административного штрафа до 4000 рублей с конфискацией орудия охоты и лишение права осуществлять такую охоту на срок до 2 лет. Каким образом фиксируются добытые охотником дикие животные? На сегодняшний день, после того, как гражданин получил разрешение на добычу охотничьего ресурса, и данный документ представляет собой, то есть лицевую сторону и также оборотную сторону. Вот конкретно после добычи охоты ресурса охотнику уже необходимо сделать соответствующую отметку на оборотной стороне разрешения. Для этого необходимо ему указать вид животного, самец или самка, возраст, примерный вес, место и дату добычи. И необходимо направить такие сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения, то есть в районную городскую инспекцию госэкологического надзора Министерства экологии. Транспортировать добытое животное без указанного разрешения недопустимо. Данное требование установлено правилами охоты и нарушение, которое влечет за собой административную ответственность по статье 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
А в случае, если осуществление незаконной охоты на особо охраняемых природных территориях, в том числе в отсутствии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, то данный состав образует уголовное деяние, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Здесь следует отметить, что даже просто нахождение гражданина на территории особо охраняемых природных территориях без разрешения на их посещение влечет административную ответственность по статье 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Расскажите, а зачем расписывать возраст и вес добытого животного? Данные сведения необходимо обязательно указывать на оборотной стороне разрешения. В дальнейшем эти данные необходимы уполномоченному органу для учета, мониторинга и сохранения охотничьих ресурсов среди их обитания. Предусмотрено ли взимание оплаты за добычу охотничьих ресурсов? Да, конечно, действующим законодательством предусмотрено взимание платы за добычу охотничьих ресурсов. То есть гражданин, когда обращается в уполномоченный орган за выдачей разрешения на добычу охоты ресурсов, ему необходимо уплатить, первое, это государственную пошлину, размер которого составляет 650 рублей. Здесь следует отметить, если гражданин обращается в этот орган уполномоченный через сеть интернет посредством использования портала государственных услуг, то уплата госпошлины за предоставление выдачу разрешения, она взимается со скидкой, то есть размер ее составляет всего 455 рублей вместо 650 рублей. И, конечно же, кроме госпошлины, гражданину необходимо уплатить сбор за пользование объектом животного мира, ставки которого установлены налоговым законодательством и зависят от выбранного объекта животного мира. Ну, к примеру, если гражданин изъявил желание добыть одну особь медведя, ставка будет составлять 6000 рублей. За косулю 450 рублей, за благородного оленя или лося уже 1500 рублей. То есть эти ставки будут разные, в зависимости от выбранного объекта животного мира. Здесь необходимо сказать, что ставка сбора на диких животных в возрасте до 1 года будет установлена уже в размере 0,5% от указанных ставок. Представители коренных малочисленных народов Севера и лица, приравненные к ним, от уплаты сбора, как правило, освобождены, но только в том количестве и объеме добываемых животных, которое необходимо для удовлетворения личных нужд в местах их традиционного проживания. Необходимо здесь упомянуть, что при получении разрешения на охоту в закрепленных охотничьих угодьях, то есть это когда гражданин не изъявляет желание охотиться в общедоступных охотугодьях, а направляется к охотпользователю в его границах охотиться в закрепленных угодьях, то ему необходимо также оплатить стоимость путевки, размер которой определяется уже самим охотпользователем и напрямую зависит от сумм, вложенных им в мероприятия по охране объектов животного мира. В этом числе произведение биотехнических мероприятий, развитие объектов охотничьей инфраструктуры. Поэтому стоимость путевки в разных охотничьих хозяйствах разная. Сава Николаевич, так все же, на какие охотничьи ресурсы можно охотиться, а на какие запрещено? Сезоны охоты на пернатую дичь, копытных, пушных животных, медведей определяются правилами охоты и указом главы республики от 2012 года. Вот, например, разрешают весеннюю и летнюю осеннюю охоту на уток. Накануне нас ждет весенняя охота, поэтому если говорить про весеннюю охоту, то в нашей республике сезон охоты на пернатую дичь открывается, как правило, в мае и продолжается не более 10 календарных дней. Конкретные даты их начала зависят от территории. К примеру, на территории города Якутска на боровую дичь можно уже охотиться с 7 по 16 мая, на гусей, на селезни уток, речных нырковых, с 11 по 20 мая. Охоту можно производить только на те объекты животного мира, которые являются охотничьими ресурсами и указаны в полученном разрешении. Запрещена охота на животных, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Якутии, а также занесены в перечень особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Такой перечень утвержден постановлением правительства Российской Федерации в 2013 году. К примеру, в нашей республике запрещено охотиться на белого медведя. Незаконная охота на таких животных, безусловно, влечет уже за собой не административную ответственность, а уголовную ответственность по специальной статье 258 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением наказания вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Хорошо, давайте представим такую ситуацию. Если вдруг в лесу охотник обнаружил труп краснокнижного дикого животного, что ему нужно сделать после этого? Ну, если гражданин обнаружил труп такого животного, который занесен в Красную книгу, либо в упомянутый мной перечень, в первую очередь необходимо поставить в известность Министерства экологии, его территориальное подразделение, позвонив по телефонам 42 30 27, либо направив обращение в письменном виде по адресу город Якутск, улица Карашова, дом 30, корпус 1. Также необходимо известность поставить также органы внутренних дел, сообщив о месте нахождения трупа, а также не уничтожать следы, имеющиеся в данном месте, изучение которых поможет специалистам определить причину, повлекшую гибель краснокнижного животного. А на кого возложена охрана охотничьих ресурсов? Какие органы за это ответственны? На территории республики на сегодняшний день охрана охотничьих ресурсов в первую очередь осуществляется производственными охотничьими инспекторами границ, закрепленных за охотпользователями охотничьих угодий в рамках производственного охотничьего контроля. Это уже непосредственно что касается закрепленных охотничьих угодий. А вот на общедоступных охотничьих угодьях охрана охотресурсов осуществляется государственными инспекторами Министерства экологии республики. Кроме того, в целях предупреждения, своевременного выявления, пресечения нарушений требований в области охоты есть понятие федеральный государственный охотничий надзор. На территории нашей республики он осуществляется государственными инспекторами Министерства экологии. На особо охраняемых природных территориях федерального значения федеральный охотничий надзор уже осуществляет инспекторы управления Росприроднадзора по республике Саха-Якутия, а также администрациями особо охраняемых природных территорий, которые обладают теми же полномочиями, что и федеральные охотничьи инспекторы. А что касается особо охраняемых природных территорий регионального значения, то охрана осуществляется уже инспекторами дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий, которые являются подведомственным учреждением Министерства экологии. Хотелось бы узнать, как это все происходит на практике. Расскажите, удается ли привлекать нарушителей правил охоты к ответственности? Да, конечно, работа по выявлению, пресечению, привлечению нарушителей правил охоты к установленным законам ответственности непосредственно проводится государственными инспекторами Министерства экологии. В текущем году в ходе проведенных ими рейдовых мероприятий уже установлено и привлечено к ответственности, к административной по статье 837 свыше 400 лиц с наложением административного штрафа на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Кроме того, по материалам Министерства экологии на сегодняшний день органами внутренних дел возбуждено и расследуется 3 уголовных дела по незаконной охоте. Сава Николаевич, и ваши пожелания охотникам? В настоящее время в республике сложилась сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Накануне нас ожидает весеннее половодье, а вслед за ними лесные пожары. В этой связи огромная просьба охотникам не усугублять и без этого тяжелую ситуацию в республике. С начала сезона весенней охоты я прошу охотников, находясь в лесном массиве, во избежание возникновения лесного пожара, не разводить костры, горящие спички, окурки, сжигать сухую траву, использовать машины с неисправной системой зажигания, двигателя, питания. Вот если пример брать из практики, то в это время, в прошлом году, на территории Вилюйского района один гражданин, находясь на весенней охоте неподалеку от города Вилюйска, допустил возникновение лесного пожара вследствие своего неосторожного обращения с огнем. И только благодаря отсутствию ущерба лесному фонду данного гражданина миновала уголовная ответственность. Безусловно, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах он был привлечен к административной ответственности по статье 832. И в этой связи прошу наших дорогих охотников соблюдать требования правил пожарной безопасности в лесах. Но глав муниципальных образований прошу принять дополнительные меры по разъяснению среди населения запрета на проведение выжигания сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения. Охотпользователей попрошу обеспечить нормы наличия средств противопожарного предупреждения тушения лесных пожаров при использовании на своих лесных участках, предоставленных под охотугодие, и содержать их в готовности как до начала, так и весь пожароопасный сезон. Но если вы стали свидетелями нарушений правил пожарной безопасности в лесах со стороны охотников и других лиц или заметили возгорание в лесу,
вблизи лесного массива. Не оставайтесь в стороне, сообщите об этом в региональную диспетчерскую службу по номеру 44 74 76, либо по номерам экстренных служб 102 и органы пожарного надзора по номеру 101. Благодарю за внимание. На этом наша программа подошла к концу. Сава Николаевич, спасибо за беседу и удачи вам. Спасибо, Василий. Вам также. О правилах охоты мы говорили с заместителем якутского природоохранного прокурора Савой Степановым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.